Индоарийский — это таджикский, дари, персидский и другие языки, на которых говорят в областях Таджикистана, Афганистана, Ирана. Но еще есть другие языки, на которых разговаривают. Дари, фарси, персидский, таджикский, курдский, курдский уже нет, сагдийский, это северно-иранские, среднеазиатские языки, центральноазиатские. Такой язык не бывает среднеазиатский, дорогой мой. Северо-иранская группа. Да. А мударинский клад? А мударинский клад, он относится ко времен, есть времена Дарии III, во времена ахеменидов, тогда был мударинский клад. Его нашли жители современного Хуталяна, Хатлона. Потом там проходили купцы, они выкупили у них этот клад, но они нашли, а тогда, к сожалению, не поняли его ценность и продали этим купцам. Они, в свою очередь, несли его в Индию, и там продали одному знаменитому англичанину, любителю истории. Потом он отвез мударинский клад в Великобританию, и сейчас он находится в Британском музее. Откуда нашли этот клад? Где-то где-то в Хатлоне. Хатлон. Близ Амударии, да. А вы точно не знаете? Нет. Наш такой город есть, Тахти-Сангин. Да, вот там нашли, да. Да. Близ. Пожалуйста. Именно в этом периоде. Харун аль-Рашид. Между 632 Да. до 661 годах. Он. Харун аль-Рашид. Династия, которая управляла. Династия Амияды. Как называется? Да, Амияды. Расскажите, пожалуйста, про движение кармат. Что это за движение? И как во время саманидов кто руководил это движение? Понятный вопрос? Карматы — это такое движение, которое было в арабском халифате за то, чтобы был шиизм, против суннизма. И они даже правили на территории современной Аравии, и там после распада арабского халифата эта земля называлась государство карматов. Но вскоре их оттуда свергли, и они перешли в Маверанахар, и там с ними тоже стали бороться. А вот тут есть второй часть вопрос. А их руководителей вы можете назвать нам? Руководителей. Про саманид. Государство саманид. Ничего. Кто такой Рашидуддин Фазлулло? Расскажите, пожалуйста, про него. Рашидуддин Фазлулло был правитель какой-то, не помню, какой-то области Маверанахри во время арабского халифата. Нет, ответ неправильный. Он не был правителем. Не был. Памир. Когда присоединились к Ферганской области? Памир? Да, присоединение Памир к Ферганской области. В смысле, когда Российская империя, да? Но когда Россия вторглась на эти земли, там разделили так, что там был туркестанский генерал-губернаторство, и в нем была вот эта Ферганская область. Памир туда вошел где-то, в 19 веке, да.
В конце 19 века. Нет, точная дата нужна, Правильно. и ваш ответ неправильно. Во-первых, Россия не напала никогда на Памир. А Памир сам добровольно присоединился Не, я говорю, к что этому. когда она вторглась в Среднюю Азию, я имею в Но виду. тут же про Памир есть вопрос. Вот посмотрите, пожалуйста. Ферганская долина. Расскажите, пожалуйста, про образ жизни и бесправности таджикского народа в начале 20 века. Какие писатели об этом давали подробные сведения? О жизни таджикского народа в начале 20 века, да? Да. Но Какие писатели об этом писали? Садриддин Айни, например, он писал. Он написал много трудов, посвященных таджикам. Таджики тогда в начале, они были, как мы знаем, они входили как бы владения, Бухарского Эмирата, да? Когда было тогда административно-территориальное устройство, вот, и Садриддин Айни писал очень много хорошего о таджиках, он сам был таджиком, и вот это один из самых ярких примеров писателей, которые, как сказать, делали свои труды о таджиках в начале 20 века. Как называется это произведение Айни? Можешь повторить вопрос? Произведение Айни. Как называется? Йодоштхо, например. Как? Йодоштхо, сборник его рассказов. Воспоминания. Да. Еще романы, повести там есть. Вы не помните? Нет. Бесправность таджикского народа. Где Устуд Айни напоминает? Читал? Раби прочитал? Нет. Оломон. Называется Раби, Оломон называется. Не прочитал? Вопрос относится от начала 20 века. В то время было написано одним русским, да, писателем, можно сказать, русским как бы ученым, одно такое яркая книга, да, вообще о бесправии жителей Бухарского Эмирата. Как называлась вот эта книга? И кто был автором этой книги? Так как в основном в Бухарском Эмирате жили таджики, да, самое большое население, поэтому я имею в виду, вот как назывался вот этот труд русского ученого, который конкретно посвящена вот бесправию народов этих Бухарского Эмирата, в том числе таджиков, в начале 20 века. Можете назвать этот труд? Литвинский. Литвинский. Не. Лагафет, да, у него книга есть «Страна бесправия», «Кишвери бихукук». Вот конкретно относится к вашему вопросу. Вопрос такой. Савой может менять дар чиса биштер бакадам далату сурат мигирад. Причины миграции, трудовая миграция, основные причины трудовой миграции и в большинстве случаев наш народ в какие государства мигрирует? В какой период? 20 век? Да. Причины, вот вам надо выявить причины и куда уходит наш молодежь. Тогда говорится, что Центральная Азия тогда была отсталым регионом, да, поэтому это и есть причина иммиграции. Там было не очень развито, было отстало все, отставало от современности, и эмигрировали в Россию, например, за Афганистан, уходили. Расскажите, пожалуйста, про выклад профессора Усмонджон Гафурова в гафуроведении. Какие произведения он написал об этом? Боджон Гафуров? Да, Дарборай Боджон Гафуров Чина сейчас. Профессор Усмонджон Гафуров. Лучшие труды написал. Книги можете вы назвать? Или статьи?
Ну, например, вот «Лучшие труды» тоже есть такая книга, но ее написали про Бабаджона Гафурова. Написали, биография Бабаджона Гафурова. Вот это. У вас точный ответ есть или нету? Какие произведения? Нет. Вы не можете назвать этих произведений, да? Нет. Хорошо. Перед вами картина. Озорхане по номеру академик Бабаджон Гафуров. Нет, вот это вот картина. Расскажите, пожалуйста, про него. Он находится в Бабаджон-Гафуровском районе, конечно. В нем находятся все черты биографии Бабаджона Гафурова, все его труды, вся его жизнь, все черты его жизни, все труды, все работы, да, все произведения. И все об этом, все о нем хранится в этом музее. Вот. И в этом музее, если туда зайти, можно увидеть очень много о Бабаджоне Гафурове. Сорджон, сынок, вы посещали этот музей? Видели? Нет, но видел. Ну, фото... Нет, но знаю, что это в уезде Худжанда. Расскажите, пожалуйста, про 16-я сессия Верховного Совета Республики Таджикистан. Можете повторить? Сессия 16 Шурой Олии Таджикистан. 16-я сессия Верховного Совета Таджикистана. Можете сказать? Нет. Знаете? Куруш Кабир Кибут. Кто такой? Кир Великий – это основатель Ахименидской империи. Он был родом из самого Ирана. Он основал очень большую страну, очень большую развитую страну, и она простиралась от территории современного Египта до территории современной Центральной Азии. Холи умуми 25-14. Дорогой Рамазонов, спасибо вам. Пока вы свободны. Спасибо.